Финансовые вопросы страны в эти дни обсуждают в Ялте. Там проходит 5-й международный экономический форум. Пока в России пытаются защитить интернет извне, мошенники хозяйничают в социальных сетях внутри страны. В этот раз жертвами стали линчане. А в Алдане отмечается рост простудных заболеваний. Больше всего опасности подвержен неокрепший организм детей. Мы продолжаем эфир телеканала «Якутия-24» выпуском новостей. В студии работает Василий Радченко. Здравствуйте. 5-й международный экономический форум начал свою работу в Ялте. Это ежегодное мероприятие, которое традиционно проходит в апреле в Крыму. О главных темах повестки форума расскажет Татьяна Черемкина. В Ялте начал работу юбилейный международный экономический форум. Главная его тема – «Мир, Крым, Россия. Новая мировая реальность». Традиционно экономический форум в Ялте проходит на площадке отеля «Мрия Resort». Надо отметить, что накануне официальный Вашингтон применил санкции к этому отелю за то, что именно здесь проходит международный экономический форум. Эту площадку обозначили как главную российскую платформу для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму. Несмотря на это, на форум съехались 3000 участников почти из 100 стран мира. Среди них представители высшего эшелона власти, лидеры политических партий и общественных движений, эксперты мирового уровня. На полях 5-го форума прошло более 60 деловых мероприятий, на которых участники проектировали будущее многих отраслей экономики. Мы сюда приехали с целью вернуться к нашему соглашению, которое было подписано в 2015 году, в 2016 году. И эти соглашения подходят к концу. В 2019 году оно заканчивается. У нас есть желание, чтобы следующее соглашение с Республикой Крым, с федеральным городом Севастополь были более насыщены конкретными проектами. Главное, что я сегодня вижу, за 5 лет Крым сделал просто гигантский шаг вперед. Как всегда, большое внимание было уделено вопросам экономики. Из нововведений темы нейротехнологий, биоинжиниринга, ритейла. Я думаю, что нам надо укреплять наши связи. Во-первых, конечно, у нас можно отдыхать. И у нас отдых отличается от Турции и всего остального, что у нас есть санаторно-курортная отрасль. У нас очень огромная, обширная экскурсионная программа. Ну, я уже не говорю про то, что поесть наши экологически чистые овощи и фрукты и насладиться морем, видами. Наши правительства подписывали уже соглашения, мы взаимодействовали, но будем в этом году, наверное, укреплять и улучшать эти связи. Большой блок был посвящен традиционным темам развития сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и виноделия. Туризм исторически занимает одну из ведущих позиций в национальной экономике Крыма. Появляются новые направления туризма, увеличивается спрос на качественные туристические услуги. Сейчас уже мало одного только моря, нужна современная инфраструктура. Туризм – это как такой верхний уровень, как зонтик, да, над всеми другими министерствами, потому что туризм – это составляющая, это должна быть дорога, это благоустройство, инфраструктура, событийность и так далее. И это вот плотное взаимодействие, оно может дать хороший результат, прям где-то, какие-то хорошие подвижки сейчас. Обсуждались также вопросы поддержки высокотехнологичных компаний, построения благоприятной среды для стартапов и быстрого внедрения новых разработок в производство. Теме цифровизации было посвящено несколько сессий. Ялтинский форум – это действительно коммуникационная площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов социально-экономической и политической повестки. Он входит в тройку ведущих международных экономических форумов России. Татьяна Черемкина, Иван Кочубеев, Ялта. Тем временем в колымских районах Якутии началась активная фаза подготовки к безопасному пропуску весеннего половодья. Уровень готовности населенных пунктов, подверженных подтоплению, проверил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников. Во время селекторного совещания по видеоконференции с главами колымских районов он поручил в срочном порядке обеспечить бесперебойную работу сотовой связи, исправить системы экстренного оповещения населения. Министерству транспорта поручено оборудовать вертолетные площадки в должном уровне на неподготовленных высоких местах и совместно с Министерством здравоохранения решить вопрос использования вертолетов санавиации для эвакуации населения. Также отдельное поручение было дано Министерству ЖКХ по контролю за своевременным вывозом мусора. Я прошу до Павловска все населенные пункты, попавшие в список
возможного подтопления заранее провести эту уборку мусора, вывести септики все заранее, чтобы потом у нас не было различных проблем. Ну что хорошего, когда паводок, потом весь мусор на деревьях и кустах, а септики все по поселку развиваются. И ЖКХ это все проследить. В водоеме в районе ДСК города Якутска обнаружили трупы 7 лошадей. На данный момент неизвестно, кто хозяин погибших животных. В администрации города заявляют, что это происходит по вине нерадивых хозяев. Количество лошадей растет, и они не справляются с контролем, поэтому просто выпускают их на свободу. На территории республики действует постановление правительства по отлову безнадзорных домашних животных. Туда входят кошки, собаки, экзотические животные, но в настоящее время не входят в сельскохозяйственная живность. Засеять более 48 тысяч гектаров зерновыми и овощными культурами предстоит аграриям региона. Это более 10 тысяч гектаров овса, пшеницы, ячменя, также 28 тысяч гектаров кормовых культур. Оставшаяся часть приходится на картофель и овощи. В феврале прошли переговоры с операторами по поставке семян и удобрений. На сегодня из запланированных более 3000 тонн семян и минеральных удобрений половина уже доставлена хозяйствам. Всего на весенние полевые из республиканского бюджета выделено более 178 миллионов рублей. Программа кормопроизводства в республике действует с 2017 года. Ежегодно финансируется более 120 миллионов рублей. Участвуют под программе 14 улусов, районов. Да? В этом году планируется участие 16 районов. Это в связи с тем, что одним из критериев является наличие 500 гектаров посева кормовых культур на территории района. В Ленском районе увеличилось количество случаев мошенничества в социальных сетях. Так, одна из ленчанок попалась на крючок обманщиков. Вячеслав Пилипенко с подробностями. Героиня сюжета просила не показывать ее лица и не называть имени. Вспоминать ситуацию стыдно. Молодой девушке позвонили из банка и предложили кредит по очень выгодной процентной ставке. Сумма займа 300 тысяч рублей. Но одно условие – пусть сначала заплатит сама. И они мне сказали, что мне кредит весь одобрен, но мне надо еще деньги закинуть на сумму 21 500 рублей, потому что эти деньги они подтверждают мою платежеспособность. Поняла, что меня обманывают, стала звонить на эти номера, а там они уже все были недоступны. И в общей сложности я потеряла 50 192 рубля. И обратилась в полицию о том, что меня обманули. Со вторым видом мошенничества сталкиваются пользователи социальных сетей. Именно в них часто встречаются просьбы о помощи. И именно материальной. Пишут, что попали в сложную ситуацию, сломался телефон, надо одолжить денег или просто просят пополнить счет мобильного. Пишут в основном люди из списка контактов. На такой развод мошенников уже практически никто не ведется. Но иногда слишком доверчивые горожане все же попадаются на крючок. Подруга подруги попросила перевести ей 8 тысяч, так как ей срочно необходимо. Она находится там в критическом состоянии. Также переводит деньги свободно. В процессе выясняется, страничка взломана, и денег, соответственно, нету. Подобные преступления раскрывать достаточно сложно. Номера телефонов, как правило, оформлены на подставных людей, а страница в социальной сети сразу блокируется. Чтобы не попадаться на удочку мошенника, нужно быть предельно внимательными. Аферисты готовы на любые уловки, лишь бы обманом забрать ваши кровные. Никому не сообщайте реквизиты банка и банковских карт по телефону. Если возникли подозрения, свяжитесь со специалистами вашего банка. Там вас точно не обманут. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». А в Алдане отмечается рост простудных заболеваний. Преимущественно болеют дети. В большинстве случаев вирус проявляется повышенной температурой и кашлем. Как укреплять иммунитет, расскажет Татьяна Вахнина. В Алданском районе отмечается рост простудных заболеваний. Подъем ОРВИ носит сезонный характер. Прогулки на свежем воздухе имеют оборотную сторону. Вирус особенно беспощаден к дошколятам. Чуть меньшее количество заболевших в процентном отношении составляют подростки.
Да, имеется у нас рост заболеваемости ОРВИ гриппом среди неорганизованных детей. Это дети до 2 лет. И он составляет порядка 19%. Остальное совокупное население незначительно превышает эпидемические пороги, но не критично. Врачи рекомендуют укреплять иммунитет и повышать резистентность, сопротивляемость организма вирусам. Неспецифическая профилактика включает комплекс методов, направленных на оздоровление и повышение иммунитета. Проветривание и кварцевание помещений, гимнастика, прогулки, фитотерапия. Собственный арсенал немедикаментозных хитростей, предупреждающих возможную болезнь, имеется у каждого. Принимаю таблетку, отдыхаю. Ну да, и вспоминаю народные какие-нибудь средства. Насморк, обычно солевой раствор. Так, мед, обычные такие лекарства. Нет, то уже какие-то медикаменты. Невысокая температура и изнуряющий кашель – это отличительные черты сезонного роста простудных заболеваний. Аналогичным образом вирус проявлялся и прошлой весной. В этом году, как и в прошлом, имеется следующая симптоматика, то есть температура, как правило, невысокая, либо практически отсутствует, находится на уровне нормы, но имеется тяжелый кашель, затяжной, который очень трудно поддается лечению. Вирусную инфекцию тяжело переносят люди, имеющие хронические болезни легких. Основная масса заболевших переносит простуду на ногах, не ощущая типичной для ОРВИ тяжести. Незначительность роста и малое количество обращений к педиатрам и терапевтам эпидемиологи объясняют тем, что осенью 2018-го прививочной кампанией против гриппа был охвачен большой процент населения. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы, в свою очередь, будем держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших сайтах yak24.ru, nvk-online.ru, социальных сетях, а также официальном YouTube-канале. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.